Для многих из вас это видео станет поводом для удивления, ведь вот уже несколько лет мой канал специализируется по вольной борьбе. Все выпуски, обзоры, разборы, все было только про вольную борьбу, и ни слова, и ни намека на греко-римскую. Но у меня появился веский повод записать ролик про одного борца, который в свои 23 года пишет историю и раз за разом удивляет весь мир. Буквально вчера Акжол Махмудов, выступающий весовой до 77 килограммов, стал национальным героем Кыргызстана. Он стал первым в истории страны борцом греко-римского стиля, который покорил чемпионат мира. Мало того, он сделал это в невероятно яркой манере, деклассировав каждого своего соперника. И вот поэтому в этом видео мы разберем его триумфальное выступление, которое надолго останется в памяти фанатов и навсегда в истории мировой борьбы. In history, Kyrgyzstan, you have a Greco-Roman Senior World Champion, Aksel Mahmudov. Детский чемпион, 70-килограмм. Перед просмотром прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Ваша поддержка невероятно мотивирует меня двигаться дальше в это непростое для ютуба время. Тем более, если активность будет высокой, я пойму, что греко-римская борьба вам тоже интересна, и буду грамотно миксовать выпуски. Приятного просмотра. Акжол Махмудов показывает результативную борьбу уже далеко не первый год. В 2021 кыргыз успешно отобрался на Олимпийские игры в Токио. И несмотря на очень юный возраст, он показал себя с лучшей стороны и завоевал серебро Олимпиады, уступив в упорной финальной борьбе венгерскому спортсмену. В свои 22 года Акжол стал серебряным призером Олимпийских игр. Благодаря этому его популярность на родине выросла до огромных масштабов. Сотни тысяч болельщиков и обожателей как на родине, так и за ее пределами. И действительно, на сегодняшний день Махмудов, пожалуй, самый популярный и перспективный борец греко-римского стиля. Напомню, что сейчас ему всего лишь 23 года, а парень еще даже не вышел на свой пик. Кроме того, Акжол является двукратным чемпионом Азии, победителем исламских игр, серебряным призером азиатских игр и так далее и тому подобное. Но сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим именно о минувшем чемпионате мира, который стал для кыргызского борца, пожалуй, важнейшим моментом в карьере. Для Махмудова борьба началась со стадии 1/16, где ковер свел его соперником из Бразилии неким Джолисоном Рамосом. На удивление счет открыл бразилец. Акжола поставили в партер, где он едва не отдал оценку, но на волевых перетерпел тяжелый эпизод и накрыл соперников, выбравшись за спину. Демонстрируя просто нечеловеческую мощь, Махмудов оторвал Рамоса от ковра и запустил на 4-бальный бросок. Угол синего с судейской оценкой не согласился, но челлендж они проиграли, и очередной балл получил кыргыз. Абсолютно всю схватку в обоюдном захвате Акжол был на голову выше и вовсе не стеснялся этого показывать. До конца первого отрезка он досрочно завершил встречу красивейшим броском. И хоть я не любитель греко-римской борьбы, но то, что показывает Махмудов, не может не удивлять. Именно он больше всех привлекает мое внимание в эту дисциплину. И именно его борьба запоминается сильнее остальных. В 1/8 Акжол вышел на мексиканского спортсмена Эммануила Кастро. С самого начала герой нашего видео пошел вперед и в плотной завязке открыл счет. Первый период выдался очень спокойным, Акжол ограничился всего лишь 1 баллом. Но вот второй стал полной противоположностью. С самых первых секунд Махмудов бросился в борьбу, где снова оказался на голову выше своего соперника. Из обоюдного захвата кыргыз провел контратаку и тем самым выиграл 2 балла. В этом же эпизоде Акжол практически тушировал мексиканца, но тот сумел выскользнуть и избежать досрочного поражения.
Однако Махмудова такой расклад не устраивал. Под конец встречи он решил, что пора завязывать, и без труда взял 2 балла. Зашел за спину и провел чистый накат, завершив встречу со счетом 8-0, что по правилам греко-римской борьбы является досрочной победой. Так он прошел в четвертьфинал. В 1/4 Акжола ожидал уже более серьезный соперник, борец из Турции Юнус Башар. Поначалу турок был крайне пассивным, судья удолбал Махмудову, а Башара поставили в партер, где по классике киргиз доминировал. Он оторвал соперника от ковра и бросил через себя на 4 балла. Но хитрый турок не сдался и успешно законтрил. Его ответ оказался более чем достойным. Акжола, дав спину, не смог защититься, и Башар технично запустил его за ковер. Этот бросок помог турку выйти вперед в счете, но длилось его лидерство считанные секунды. Махмудов сразу же решил отыгрываться и едва не оторвал голову оппонента. Очень хитрым финтом он обманул Юнуса Башара и сбил его в партер. Теперь лидерство вновь у кыргызского борца. Поднявшись в стойку, оба были готовы биться дальше. Так они вошли в обоюдный захват. Башар попытался провести бросок, но Махмудов все видел и сработал на опережение. По итогу какого-то каламбура, в котором я так и не разобрался, первый период закончился в пользу турка со счетом 7-7. Во втором отрезке за что-то непонятное 2 балла присудили Акжолу. Если вы разбираетесь в правилах греко-римской борьбы, буду рад послушать ваше объяснение данного эпизода. Счет больше не изменился, и Акжол Махмудов вышел в полуфинал. Схватка выдалась крайне тяжелой, но чемпион выстоял и победоносно двинулся дальше. В полуфинале киргизского борца ждал кореец Хеон Ким. Было видно, что борцы достойны друг друга. Весь первый период борьба шла на равных. Сначала Акжолу поставили в партер, но он грамотно защищался. Второй период начался осторожно, вскоре в партер поставили уже корейца. А как мы знаем, Махмудову больше ничего и не нужно, в партере он настоящая акула. Работает максимально отточенно и четко, едва ли кто-то может выстоять с ним внизу. Этот соперник исключением не стал и повелся на обманный финт Акжола, который технично накатил его. Так исход равной встречи решил борцовский интеллект и отточенная техника Акжола Махмудова, который не без труда пробился в финал долгожданного чемпионата мира. Оставался самый последний шаг и самый важный шаг, который очень многое решал для молодого борца. В финале ковер свел Махмудова с венгерским борцом Золтаном Леваи, который на пути к финалу показал бойцовский характер. К тому же он провел на одну встречу больше всех, начав свое шествие с квалификационной встречи. Но судя по всему, Акжола это вообще не смущало. Он шел с одной лишь мыслью о победе. Спустя минуту от начала кыргызстанский борец запустил венгерского борца на бедро и получил заслуженную оценку в 4 балла. Останавливаться на достигнутом молодой борец не собирался и завершил все невероятным броском через голову, сделав параллельно очень громкое заявление на свое лидерство в этом весе. Радости Акжола не было предела, оно и понятно, ведь он стал первым в истории Кыргызстана чемпионом мира в греко-римской борьбе. От этого победа стала только слаще и ценнее. Акжол достиг своей цели несмотря ни на что. В свои 23 года он находится на вершине этого спорта, окруженный вниманием и любовью зрителей, славой и популярностью. Парень не останавливается на достигнутом и уверенно продолжает двигаться дальше. Лично я уверен, что в ближайшем будущем его ждут еще более великие свершения и победы. Друзья, мои видео было сделано на скорую руку, пока тема еще актуальна и интересна. К тому же в греко-римской борьбе я дилетант и на данный момент мало что понимаю. Не судите строго, лучше помогите хорошенько разобраться в правилах этой борцовской дисциплины и наставьте умным советом. А если хотите, чтобы видео про греко-римскую борьбу выходили почаще, то ставьте как можно больше лайков и обязательно подписывайтесь на канал. Тогда я пойму, что вам действительно интересно. На этом у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в следующем выпуске.